Я с утра зашла в Инстаграм, зашла в сторис и увидела, что Маша, которая живет в Вашингтоне, говорят в глаза, она говорит: ребята, кажется, Лукашенко собираются дать денег. И я такая: в смысле санкции? То есть весь мир говорит о том, что мы не сотрудничаем с нелегитимным президентом. И тут ему вдруг собираются дать $1 миллиард. И я такая: как так? Собственно, Маша предлагала ребятам, диаспорам по разным странам сделать пикеты, либо как-то обратиться к представителям банка. Я перевела письмо с английского на чешский язык, я распечатала пару плакатов и поняла, что нужно идти не в 9:30, как там предлагалось, или в 9, нужно идти раньше. У меня уже такой опыт был, что когда чего-то тебе очень нужно от кого-то, кто имеет какое-то влияние, то лучше всего этого человека не выдергивать среди рабочего дня, а до работы его попытаться выловить. И меня очень порадовало, что пресс-секретарь Национального банка чешского, она видела, что я стояла на улице, когда шла на работу. Я с ней поздоровалась. Я не знала, что это пресс-секретарь, я просто здоровалась со всеми сотрудниками. И она через минутку вышла ко мне, спросила, в чем дело, чем помочь. Я ей все рассказала. Она ужаснулась, как я. Как так? Какой кошмар. Конечно, я сейчас же, говорит, передам президенту банка вот ваше письмо от диаспоры белорусской. My name is Petra Vostrčová and I am first officer of the Czech National Bank. We received your notice and I delivered it to the Mr. Governor. But at this moment I cannot comment anything else. Подали петицию. У нас мужчина в диаспоре подал петицию тоже о том, что белорусы просят разобраться в ситуации и не финансировать террористический режим. Я зараз нахожусь в Чеській Народній банку. Петиція накерована супроти того, как не то, что миллиарды, навіть 10-20 рублей давали зараз этому режиму. Пришли тоже ребята с нашей диаспоры, пришли в том числе беженцы, которые здесь по программе Медивак. Некоторые постояли, приехала полиция, спросила у нас, как у нас дела, все ли окей, проверили документы, сказали: ребята, вы молодцы, ничего не нарушаете, типа, если кто-то вас будет обижать, зовите нас, мы приедем и защитим. Понятно, что Международный валютный фонд выделяет деньги странам с развивающейся экономикой, и это прекрасно, это хорошо. Но проблема в том, что когда руководство страны нелегитимно, и руководство страны эти деньги, которые выделяются, планирует, никто не сомневается, потратить на удержание собственного нелегитимного режима. Поэтому в письме была просьба о том, чтобы представители белорусские вот в этом фонде, чтобы они не имели доступ к средствам, к СДР-счету, не могли их тратить на свои нужды. То, что деньги выделились, то, что они лежат до лучших времен, это прекрасно. Но мы просили сделать так, чтобы режим, который сейчас существует, чтобы он не смог эти деньги черпать, чтобы он не смог их тратить на свои делишки, скажем так. Режим Лукашенко, он умеет находить обходные пути, как эти деньги обналичить. То есть у них способов много, и поэтому то, что Беларуси, белорусскому гражданскому обществу очень сильно бы помогло, если бы доступ к этим деньгам был заблокирован. Ну, это вот вкратце смысл письма. Я просто, как говорится, залатываю те дыры своей волонтерской деятельностью, которые на практике возникают в той же программе Медивак. С самого начала она нам помогла с чешским языком, потому что когда мы приехали, как таковых курсов-то не было, и мы не знали, там, кому обратиться, зачем обратиться, вообще в каком формате это все должно происходить. Вика вызвалась сама. Она сказала: ребята, я вас научу самым фундаментальным знаниям, и курсы до сих пор продолжаются. Вот. Во-вторых, она сразу же, после того, как я приехал сюда, и мы начали говорить о профессии, я говорил, что я массажист, она сразу же предложила массажный стол для того, чтобы я, продолжал свою профессиональную деятельность. Вика для всех сделала очень большую вещь. Она была инициатором и, наверное, одним из организаторов помощи сбора вещей. Что мы приехали, это была осень, кто-то приехал там с одним пакетом вещей, кто-то там приехал просто в тапочках, то есть были разные ситуации. Неоценимый вклад внесла в волонтерскую деятельность здесь. Язык постоянно, мы с ней студуем язык до сих пор. Она как только находит свободное время, сразу с нами связывается, и у кого есть желание, постоянно, учится с нами.
И какие-то, вот, допустим, у меня вопросы с компьютером возникали постоянно, там, с резюме, у ребят с поиском квартиры, с поиском работы. Нет такого вопроса, в чем бы она не помогла. Вот. Очень многим белорусам я бы вообще посоветовала в любой стране, куда бы они сейчас по обстоятельствам вынуждены не переезжали, просто больше в себя верить, потому что мы такие прям очень все скромные, очень такие в себя часто не верим, а это очень важно, это залог успеха, верить в то, что ты можешь. Одно из первых у меня было задержание на акции, которую мы проводили у памятника Ирины Паскевич. Это было после Дня учителя, поэтому мы собрались, разные люди, но объединенные общей идеей. С одной стороны, отметить праздник, с другой стороны, поддержать друг друга, единомышленников и так далее. И не успели мы еще собраться. Нас задержал ОМОН. Я абсолютно нормальный, порядочный гражданин своей страны. И когда меня задерживает ОМОН, толкает меня в бус, потом начинается допрос многочасовой, и меня перекидывают от одного следователя к другому следователю, и я уже понимаю, что это 5-й следователь. Я думаю, что любому нормальному, здравомыслящему человеку, не подготовленному к таким фрустрациям и прессингу, станет плохо. Мне стало плохо, мне вызвали скорую, я уехала на скорую и вынуждена была отлежать в госпитале в больнице. Меня уже задержали второй раз за работу в интернете, как мне предъявили изначально ложное обвинение, что я чуть ли не там в чате Гомель-97 непонятно чем занимаюсь, хотя это не имело ни ко мне какого отношения, но я не была удивлена, потому что я знаю, что многие обвинения фальсифицируются. Единственное, что я делала, только спорила и отказывалась. Поэтому, да, ГУБОП сказал, что меня задерживал ГУБОП, что да, это ложное обвинение, мы тут к вам по поводу Щучинской майстерни, да, имела отношение к этому каналу. Я занимаюсь декоративным творчеством, поэтому много работ я отправляла в этот канал. Это были какие-то поздравительные такие моменты. И вообще у меня очень много дома БЧБ работ. Когда ГУБОП проводил у меня обыски, конечно, все эти работы извлеклись. Да, какие там елочки, букеты и прочее. То есть я такого уровня преступница, что за мои какие-то работы БЧБ, которые не носят никакой процессный характер и особо радикальные, да, то есть я была отправлена в тюрьму. Я пыталась отстаивать вообще свое мнение, поэтому мне было сказано, что я веду себя неадекватно, у меня неадекватная самооценка, так люди себя не ведут, поэтому мы как-то вас обуздаем, проучим, усмирим там ваш непокорный характер, да, то есть пошла в тюрьму, и у меня такое началось жесткое пребывание в тюрьме. Я вышла из тюрьмы. Я поправилась, я болела долго после тюрьмы, я проанализировала всю ситуацию, меня продолжал контролировать ГУБОП, приходили ко мне домой, я поняла, что это не жизнь, да, то есть это меня вообще унижает, отвратительно, и сделать я здесь больше ничего не могу, никак ни людям помочь, ни что-то делать дальше, поэтому, в принципе, я выбрала Украину как страну близкую для меня по идеологии какой-то, да, политической, то есть это страна, которая пережила такие же вещи, которые переживаем мы. И я спокойно собрала сумки и переехала, да, без каких-либо бегов и проблем. Изначально, когда мы выходили на протест, во-первых, мы знали, с кем мы имеем дело. Мы всегда знали, что Лукашенко авторитарный президент, да, и находясь в авторитарной ситуации, когда тебя держат на контрактах, когда чуть что тебя наказывают и так далее, в принципе, мы понимали, что будут жесткие задержания, что эта феерия эмоций протестных, когда миллионы людей собираются, это не будет продолжаться вечно. И мы были готовы к задержаниям, и мы были готовы к тюрьме, да. То есть это идея ответственности. Когда ты готов к задержаниям и к тюрьме, ты не воспринимаешь это как чувство ужаса, страха, шока и прочее, да. В этом тоже тебе помогает психология. Если люди боятся, не готовы, не имеют такой степени ответственности, чем-то пожертвовать ради того, что происходит, ради страны, ради других людей, чувствуют они себя не готовы, да, или нет каких-то ресурсов, лучше не надо в это включаться. Здоровых, образно говоря, протестунов, да, психологически, не психически, да, психически это уже речь идет о каких-то нарушениях, а психологически здоровых там нет. Да, мы плохо спим, потому что мы вздрагиваем, и когда нам молотят, звонят или стучат в дверь, многие бегут на балкон, и я в свое время в том числе, и мы смотрим, кто за нами приехал,
приехал, да, ОМОН, милиция, тихари. И когда люди приезжают сюда, они в какое-то время длительное еще находятся в режиме вот этого ожидания. Есть интересные такие факты. Вот у нас здесь по Киеву иногда ездят автозаки. И многие белорусы говорят: слушай, я увидел автозак, я пережил такую стрессовую ситуацию чисто психологически на каком-то инстинкте, потому что многие психологические проблемы, уже нажитые в Беларуси, перешли на какой-то внутренний, глубокий, бессознательный, инстинктивный уровень. Поэтому реабилитация – это первый такой момент. Люди должны отпустить стрессовую ситуацию. Второе. В какой-то степени людям важно решить свои непосредственно житейские бытовые проблемы. Это нормально. Ну и третье – это то, что пытаются сделать многие организации, многие фонды. Организовать людей между собой, сплотить, создать групповую динамику. Иначе для чего мы все здесь? Самое вот приятное, позитивное, хорошее – это солидарность. Меня удивляет, как люди постоянно встречаются, дружат большими, малыми группками, создают какие-то новые группы. Ну, ради чего? Ради того, чтобы мы все двигались к одной цели, к борьбе с режимом. Самое главное – это на сегодняшний день освободить наших политзаключенных. Поэтому я абсолютно уверена, что люди не опустят руки и будут двигаться дальше в этом же направлении. Ці сумують наші герої по айчині і при яких умовах зможуть вернуться додому? А може, яны застануться будувати своє життя на новому місці? Откази у заключній частині програми. Но сейчас уже белорусы могут гордиться тем, что они наконец-то, у них лопнуло терпение. Они показали всему миру год назад, что мы не быдло. То, что заявила о себе. То, что есть такой народ. О, не знаю, померкованностью, наверное, своей. Померкованная. Есть вот такой стереотип восприятия, что белорусы более пассивные люди, да, может быть, более трусливые, менее решительные. Чехи иногда не разделяют, типа, для них русскоязычные и все, типа, там, или украинец, или русский, или белорус, для них все, типа, русский, вот, ну, это неприятно. Даже не знаю, что ответить на этот вопрос. Вроде бы и все, и вроде бы ничего, как бы. Мне нравится общение с людьми. Во-вторых, мне нравится сам Киев. Это безумно красивый город. Мне нравится то, что люди здесь не какие-то там суперрелигиозные, у них нет каких-то советских стереотипов. Это очень круто. То, что мы живем в состоянии неопределенности. Мы все хотим вернуться домой. Что нет такой сплоченности, которая была в Беларуси после августовских событий. Мне не нравится, как много чехи едят красного мяса, и вообще они жуткие мясоеды, и мне это не близко. Это устойчивость, стабильность. Вот когда ты живешь дома, у тебя все накатано, у тебя все четко распределено. Бульбы. Серьезно. В первую очередь здоровья не хватает на данном этапе. А дальше можно все самому сделать. Свобода, она звучит на всех языках, на славянских очень похоже. Вот, ну, мне оно все так же нравится, как и в белорусском, в русском, и в чешском, в словацком. Друже. Вот я часто его использую, да, потому что это как-то в духе нашей солидарности. Солидарность. Да, конечно, скучаю. По людям. Да, конечно. У меня остались друзья в Беларуси, у меня дочка в Беларуси живет. Да. Обещал бабушке увидеться. Верить друг другу и не сдаваться, потому что за нами правда. Мы все равно победим рано или поздно, все это знают. Не сдаваться. Я хочу пожелать белорусам веры, чтобы они верили, что все будет хорошо, что ситуация изменится, что в любом случае вот этот свет, за который взялись белорусы, это правда, это справедливость, это Божий свет. Это все не пройдет даром, и я думаю, что мы обязательно победим.